Привет, Республика! В эфире ваша любимая информационно-развлекательная студия 11. При выборе наряда для сегодняшней программы я, как и всегда, руководствовалась принципом «чем ярче, тем радостнее». Надеюсь, мой внешний вид, как и сюжеты, которые мы приготовили на сегодня, поднимут ваше настроение до максимальной точки. А начнем мы выпуск с анонса его первой части. В финансовом вопросе главное – экономия, о том, как грамотно распределить свой личный бюджет. «Скажи спорту «да» в любом возрасте». Сыктывкарский совет ветеранов готовится к спортивному фестивалю. Подростковая агрессия. В чем могут быть ее причины и как справиться с таким поведением? В каждом месяце есть день максимального счастья. И это день зарплаты. Согласитесь, даже на работу в предвкушении заветной выплаты мы отправляемся куда охотнее. Недавний опрос показал, что треть жителей Северо-Запада тратят основную часть заработанных денег за 2 недели. И лишь 14% опрошенных могут растянуть зарплату на целый месяц. Признаюсь честно, я принадлежу к первой группе респондентов. Так в чем же причина нашей расточительности? Ответ прост – неумение грамотно распределять финансы. А между прочим, подходов к правильному обращению с деньгами немало. И вот самые популярные. Первый – 50, 30, 20. Чистый доход вы делите на 3 части. Половину тратите на основные нужды – ипотеку, налоги, коммуналку и прочее. Следующие 30 – на развлечения, но оставшиеся 20 откладываете в качестве сбережений. Если такой способ вам не совсем удобен, то можно воспользоваться схемой 50-15-5. Половину всех денег эксперты советуют потратить опять же на необходимые выплаты. 15% можно использовать для пенсионного взноса, а 5% поместить в резервный фонд. Таким образом, у вас останется примерно 30% свободных средств, которые вы сможете использовать как вашей душе угодно. Конечно, кому-то даже такие грамотные решения подходят не совсем. За житейской мудростью в распределении финансов мы обратились к сыктывкарцам. Если касаемо кому 60 и выше, допустим, меньше ходить по магазинам. Вот я чисто по себе знаю, я как раз за 60. Как вышла в магазин, денежки улетучились. А как вот ты сидишь дома, книги читаешь, кроссворды решаешь, там чем-то занимаешься, время проходит, утро, вечер, никуда не вышло. А те деньги, которые я трачу у меня на день, они остаются, в запасе, скажем так. Может быть, сельхозработами, это тоже экономия бюджета, если вы сами что-то выращиваете. Можно потом сэкономить на лекарствах, я так думаю. То есть, если мы же болеем от того, что мы едим, поэтому если вы будете есть здоровую пищу, значит, болеть не будете. Как лучше экономить деньги? Да. Сперва узнавать, сколько это стоит, и потом смотреть более выгодную покупку, где можно приобрести. Можно по интернету даже. Учет надо вести. Пользоваться выгодной картой с кэшбэком, с процентом на остаток. Как лучше экономить деньги? Не тратить их. Не тратить. Или постараться выработать свой собственный бюджет для того, чтобы осознанно относиться к тратам. Каждый смотрит на это дело по-своему. Где-то сэкономил, где-то побольше истратил. Послезавтра, 12 ноября, на базе спортивной школы номер 2 в Сыктывкаре состоится настоящий праздник активного образа жизни для ветеранов нашей республики. Спортивный фестиваль для людей пожилого возраста еще раз докажет, что физическая нагрузка полезна в любые, даже самые преклонные годы. В нашей студии накануне побывал человек, который это подтвердил, руководитель Совета ветеранов Республики Коми Жукова Людмила Александровна. Людмила Александровна, здравствуйте, очень рада вас видеть. Здравствуйте, доброе утро. Я знаю, что 12 ноября у нас в Сыктывкаре состоится спортивный фестиваль. Вот давайте о нем более подробно поговорим. Какие задачи, цели у него и вообще на что направлен этот фестиваль? Во-первых, чуть-чуть предыстории. У нас в районах и городах в рамках проекта «Активное долголетие» проводят очень много спортивных мероприятий. Это веселые старты, это сдача норм ГТО, это спортивные забавы, различные кружки спортивные. И вот для того, чтобы объединить все районы и города, мы решили провести в республике уже 2-й раз спортивный фестиваль. Вместе с Министерством спорта
разработали положение о проведении этого спортивного фестиваля для того, чтобы вовлечь как можно более людей старшего поколения. Вот этот спортивный фестиваль у нас и состоится 12 ноября. Кто будет принимать участие? Я так понимаю, волонтеры, да, ветераны? Кто вот участники этого фестиваля? Вы знаете, не только ветераны, у нас очень они активны. Если 2 года назад принимали участие около 200 человек, в этом году мы ожидаем более 250 человек из 14 городов и районов республики. У нас, к сожалению, не могут принять участие Воркута, Печора, вот эти города, ну и сельские районы, Троицко-Печорский и Усть-Цилимский, а в основном вся республика. И мы ожидаем большое количество наших ветеранов, не только серебряных. Я знаю, что вот этот фестиваль будет во второй, да, или в третий уже раз? Во второй. Второй. Чем вот он будет отличаться? Давно же был первый фестиваль, да? То есть была пандемия, сейчас вроде бы все восстанавливается. Вот чем будет отличаться? Вы знаете, просто массовостью будет. Люди очень соскучились по общению, по мероприятиям, и они с удовольствием приняли участие, более активнее сейчас стали. Но мы надеемся, что практически те же виды спорта, они и остались, как и были 3 года тому назад. А сами как вот со спортом? Любите спорт? Может быть, какие-то виды спорта больше всего нравятся? Когда была молодая, я занималась спортом. И волейбол, и баскетбол очень хорошо играла. Сегодня не позволяет, может быть, и возраст, и время. Но все равно хочется побольше быть на свежем воздухе и гулять. Но каждому все свое. Поэтому я рада за ветеранов, которые у нас в строю, которые бодры духом и которые еще могут приехать и показать свои успехи в волейболе, в теннисе, в шашках и дарсе. Вот такие 5 видов спорта мы сегодня будем проводить. Но я буду просто наблюдателем, участником. А кто будет вот оценивать? Жюри, судьи? Судьи. У нас около 40 человек судей. Мы работаем с Министерством спорта. И все судьи относятся как раз к разряду профессионалов. Поэтому они будут судить по этим 5 видам спорта. Людмила Александровна, давайте еще раз напомним, когда и где состоится фестиваль, спортивный фестиваль. Спортивный фестиваль состоится 12 ноября с 10 часов утра в помещении детской спортивной школы Олимпийского резерва на улице Савина. Приглашаем всех болельщиков и участников. Людмила Александровна, большое спасибо, что пришли к нам в гости. Желаю крепкого здоровья и успехов. Спасибо большое вам. Подростковый период, пожалуй, самый яркий на пути нашего взросления. Только вспомните, как часто пубертатный возраст сопровождается личными протестами, непринятием окружающей действительности, а еще выплесками агрессивной энергии в сторону близких людей. И сложнее всего пережить этот период, конечно, мамам и папам ребенка. Недавно в Коми проходила неделя родительской компетентности, и именно эта тема стала центральной на площадках образовательной программы. Как же справиться с подростком агрессии, я узнала у специалистов. Агрессия, говорят психологи, это самая разрушающая эмоция, которую может испытывать человек. Ведь ее последствия приносят вред не только тому, кто ее проявляет, но и людям, на кого эта агрессия направлена. Впрочем, когда дело касается подростков, к эмоциональной нестабильности нужно относиться с пониманием, отмечают специалисты. Злость, импульсивное поведение, отрицание социальных норм, физическое и словесное проявление ярости – все это может быть следствием полового созревания. Чаще всего это связано с физиологическими предпосылками, потому что мы знаем, что ребенок, он рождается, растет, развивается, и вместе с этим идет развитие головного мозга. И, в принципе, нормально, когда ребенок агрессивен, особенно в младшем возрасте, в раннем возрасте, в 3 года, у ребенка пик агрессивности наблюдается, и это мы говорим, что это норма. Иными словами, агрессия может стать реакцией на привыкание к устройству этого мира. Взрослея мы узнаем, что правильно, а что нет, примеряем социальную роль и стараемся ей соответствовать. И здесь очень важна поддержка родителей. Грамотное воспитание, по мнению психологов, подразумевает отказ от наказаний, постоянное проявление любви, а еще выстраивание договорных отношений со своим чадом. Банальный пример.
Ребенок отказывается помогать по дому. Задача мамы и папы – придумать условия, при которых ему будет радостно выполнить их просьбу. Например, они могут разрешить ему на час больше посмотреть любимый фильм перед сном. Важно, отмечают специалисты, не просто настаивать на своем, а искать пути взаимодействия с ребенком. Очень часто объектами агрессии у подростка становятся учителя и одноклассники. Громкое поведение на уроках, отказ выполнять задания, ссоры и драки с другими учениками. Причиной может быть психологическая травма. Так, например, запреты или излишнее внимание со стороны мамы и папы могут взрастить в чаде неуверенность в себе, желание саботировать любые просьбы и указания, а также потребность в постоянном внимании. Влияет на успеваемость как ученика, который сам ведет себя агрессивно, так и на учеников, которых это задевает каким-то образом. Единицы, которые могут сидеть спокойно, не обращая внимания на то, что происходит вокруг. На вопрос, как же справляться с агрессией подростков, специалисты прежде всего советуют начать с налаживания семейных связей. Ежедневное проявление любви и поддержки должно сопровождаться еще и доверием к чаду. Не соглашаясь с какими-то его просьбами, важно грамотно объяснять, к каким последствиям может привести такой выбор. Смотря как реагируют на это родители. Если это спокойная реакция, это возможность контейнировать ребенка, то проблем каких-то не будет с возрастом, естественно. Контейнировать значит давать возможность ребенку безопасно выразить свои чувства, без осуждения и оценки его эмоций. Создавать лишь комфортные условия, реагировать спокойно, избегать словесную брань, не поучать, а еще обязательно говорить с ребенком о его состоянии. Все это столпы счастливого взросления. Создать их под силу каждому родителю. Главное держать в голове мысль, чем теплее ты относишься к ребенку, тем теплее и радушнее его ответ миру. Плавно мы подошли к экватору студийного телемарафона. Через пару мгновений вас ждет еще больше полезной и интересной информации, поэтому не переключайтесь. Надеюсь, звук вашего телевизора или компьютера сейчас по максимуму заполняет все пространство. Только так мы рекомендуем смотреть наши сюжеты. В эфире «Студия 11». Это вторая часть выпуска, и вот ее главные темы. История великого скульптора. Какое наследие оставил жителям Коми Владимир Рохин? Грация на льду. Прошел ли отбор в школу фигурного катания? Андрей Кабишев. Он не стремился к открытию давно известных истин. Этот скульптор осмысливал явления сегодняшнего дня и выражал их по-своему. Возможно, именно это сделало его работы такими жизнеспособными и актуальными. Владимир Рохин через всю свою жизнь пронес любовь к Коми-земле, а его скульптура и сегодня украшает улицы нашей республики. О творческом пути художника и его жизни в сюжете Алены Туркиной. Он окончил один из главных художественных институтов СССР, но вернулся в родной Сыктывкар. И не потому, что было надо, просто он этого хотел. Творческая карьера одного из ведущих скульпторов Республики Коми Владимира Рохина – это почти 70 лет неустанного поиска идей, жанров, стилевых приемов и форм. Сколько за свою жизнь он сделал скульптуры, сейчас сказать трудно. Но с легкостью можно выделить целый пласт творчества, посвященный национальной тематике. Образы Коми-человека, герои нашей земли и фольклорные сюжеты нашли свое отражение в работах творца. Ягморт сейчас хранится в главной галерее республики и музее Коми, но изначально оригинальная маска была презентована на всесоюзной выставке в Москве. Эта работа пропала. Просто украли ее с выставки. Кто украл, каким образом, это никто не мог потом узнать. Вот. И поскольку событие такое из ряда вон выходящее, значит, он вместо этой работы послал в Москву две другие. Ему предложили закупить. Вдова Рохина Майя Волкова бережно хранит все эскизы и макеты работ творца. По таким разнообразным зарисовкам мы можем понять, что скульптор хотел сделать наш край художественно богатым. Большинство своих работ он видел в экстерьере республики, но, к сожалению, воплотить в жизнь множество идей не удалось. «Пушкин и Муза» – одна из таких композиций. По задумке она должна была дополнить пространство у гимназии имени светила русской поэзии в Сыктывкаре. Сделать это не удалось, но давайте на секунду представим, как бы украсил этот памятник столицу Коми.
Мы знаем скульптора по памятникам Вячеславу Малышеву, Домне Каликовой, Андрею Журавскому, фризу на Театре оперы и балета. Каждая из этих работ по-настоящему самобытна и уникальна. В его творчестве в принципе нет некой одной темы, которая передается от скульптуры к скульптуре. Без сомнений, художник сделал выдающийся вклад в развитие всех видов объемной пластики в Республике Коми. А погрузиться в историю жизни Владимира Рохина, глубже познакомиться с творчеством скульптора и представить, как бы могла выглядеть Коми, если бы все его планы были реализованы, вы можете в нашем эфире. В бешеном ритме жизни всегда хочется остановиться и уделить время чему-то приятному. Например, просмотру интересного сюжета. Очередной материал, который точно заслуживает вашего внимания, прямо сейчас на экранах. Рассказываем вам о настоящих профессионалах своего дела. Сегодня это не то чтобы профессия, настоящее ремесло. Ремесло Василия Адамчука, мастера по изготовлению бетонной скульптуры. Правильно? Да, правильно. Здравствуйте. Здрасте. Да, мы сегодня постараемся показать вам весь производственный процесс, насколько это будет возможно. Для начала, Василий, как давно вот это все вот здесь появилось, вернее, как давно вы здесь появились? Мы сняли этот гараж в аренду с 1 июня. Он был здесь пустой, мы здесь оборудовали все, что вы видите, то есть полы, сделали полы, столы, то есть полки, установили печь, основание здесь выровняли. Вот здесь, получается, у нас подготовлена форма под заливку бетонного основания под очаг. Вот он так выглядит, это рысь. Так он выглядит, то есть в готовом варианте, то есть это металлокаркас сюда заложенный, на который потом 4 основания, которые установятся, и на них уже будет чаша с решеткой, это такой очаг, то есть в стилистике, в нашей стилистике. Она реально очень тяжелая. Он весит 40 килограмм, очень прочный, надежный, долговечный материал. Я предлагаю приступить к производственному процессу. Мы посмотрим, как это все сейчас будет происходить. Да, я вот сейчас вам покажу, в принципе, как готовое изделие уже, то есть оно готовое, как мы его достаем. Получается, здесь у нас силиконовая форма, и из силиконовой формы мы достаем голову лося. Максимально эстетично. Кто разрабатывает макет? Макет разрабатывает Сергеенко Александр, с которым мы вместе трудимся над этими вещами. То есть в специальной программе на компьютере. Потом делаем форму из фанеры. И после этого фанеры картона, после этого заливаем ее силиконом. Следующее идет заливка гипсом. И вот такие уже готовые, получается, формы для отливки. Мы просто устанавливаем и заливаем. Это Василий младший. Познакомьтесь. Василий мой сын, который помогает мне в заливке скульптур. Сейчас на данный момент мы просеиваем песок, крупную фракцию убираем и мелкую потом будем загружать в нашу бетономешалку, определенные пропорции соблюдая, и мешать уже раствор для формы. Обычный бетон, который используется для каких-то строительных целей, он отличается чем-то? Отличается, да. То есть здесь добавляется, в отличие, то есть пластификатор, добавляется фибра. Это для того, чтобы бетон был наиболее прочный и быстрее схватывался, меньше там было воздуха. Для того, чтобы, получается, форма легко у нас отходила от самого бетона. Надо смазать. Да, надо смазать. Вот здесь у нас восковый разделитель есть специальный. Теперь все готово. Можно ложить. Василий, а давно вы занимаетесь ремеслом? 2-й год занимаемся. Пробуем, экспериментируем.
Знаете ли вы, что именно фигурное катание считается старейшим зимним олимпийским видом спорта? Зародилось оно в 1908 году, аж за 16 лет до первых зимних игр. Уверена, удивит вас и то, что задолго до появления первых металлических лезвий люди для пересечения замерзшего полотна использовали кости животных. Сегодня же фигурное катание носит звание прекрасного и невероятно сложного вида спорта одновременно. Заниматься им дети начинают чуть ли не сразу, как сделали свои первые шаги. Андрея Кабишева на фигурное катание в детстве не отдали, но на коньки он все-таки со временем встал. Более того, он даже попробовал пройти импровизационный экзамен в школу фигурного катания. Что из этого получилось, давайте посмотрим вместе. Майя, скажи, пожалуйста, вот я сейчас стою на льду, ну, я не скажу, что я новичок, я уже катался. Тяжело ли вообще научиться кататься на льду? Ну, мой ответ как тренера, конечно, легко. Просто нужно придавать этому много времени, много усилий. И если ты решил заниматься фигурным катанием, то полностью внедриться в этот вид спорта. Фигурное катание оставляет огромный отпечаток в фигуре спортсмена. У нас самые подкачанные ножки, ягодицы и красивая талия. Я не спорю, идеально выглядите. Я думаю, что все телезрители со мной согласятся. Спасибо. После каждой тренировки чувствуете какую-то усталость? Вот я, например, когда катаюсь на льду, у меня болят потом ноги на следующий день. Это нормально, потому что все напряжение как раз идет в наши икроножные мышцы, бедренные и ягодичные. То есть, друзья, мы не просто катаемся на льду, когда выходим, например, на массовое катание, но у нас еще такая некая тренировочка, да? Да. У меня, я думаю, что и у наших телезрителей появилось желание заниматься фигурным катанием. Отлично. С чего нужно начать, Майя? Ну, во-первых, нужно собрать свою волю в кулак, встать, приобрести конечки. Если вы выходите первый раз, можно надеть защиту на коленники, налокотники, обязательно шапочку, чтобы не травмировать голову. Ну и просто прийти к нам на лед. Друзья, я уже на льду, в коньках, в сопровождении потрясающего тренера. Давайте начнем тренировку, да? Я предлагаю тебе попробовать на себе наши отборочные испытания. Мы посмотрим, возьмем ли мы тебя в школу фигурного катания. Например, это делают детки 3 лет. Смешно. Смешно, если у меня, друзья, не получится. Но я уверен, что в вашем сопровождении, Майя, все получится. Первое упражнение – это елочка. Ручки у нас подняты, головка вперед, толкаю в сторону, ножку оттягиваю красиво. Как красиво вы это делаете. Получится ли у меня так? Потом мы садимся в саночки. Молодец! Отлично! Следующее упражнение – цапелька. Очень красивый вид спорта. Ты ловишь координацию на одной ножке. Плюс равновесие. Хорошо. Дальше немножко посложнее. У тебя начинается ласточка на одной ноге наверх. Я смогу? Я смогу, друзья. Вот, пошло. Коленочку тяни сзади. Вот, молодец, умничка. Отлично. И на закусочку перебежечка назад. Назад, скольжение. Ну, как бы это сделала Майя. Сейчас как сделаю я? Как Давай, назад еще раз? Я тебе помогу, конечно. Да, молодец. Опять толчок. Толчок. И крестик. Тут вообще должно работать все. Всегда выправка спортсмена – это вот. Плюс красивое лицо и плюс понимать, что ты делаешь ногами. И надо еще улыбаться при этом, Конечно. да? Чему-то я научился, что-то мне далось тяжело. А как вообще дети? Легко ли им? Наши детки занимаются по 3-4 часа в день. И сейчас готовятся выйти на лед. Предлагаю тебе посмотреть на них. С удовольствием.
На этом эфир «Студия 11» заканчивается, но только на сегодня. В той же дружеской атмосфере продолжим наполнять жизнь яркими эмоциями уже завтра. Всем хорошего дня. Пока-пока, Республика!